Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Во время рабочей командировки в Мегано-Кангаласский район руководитель республики Айсен Николаев объяснил, что он понимает под понятием оптимизации производства. По его словам, оптимизация – это не сокращение работников. Такая задача не стоит, и мы ее ни перед кем не ставим. Оптимизация – это улучшение качества работы и максимально эффективное использование имеющихся ресурсов. Хочу подчеркнуть, что Центр стратегических исследований республики направляет в бюджетные учреждения рекомендации, а не распоряжения для обязательного исполнения. Предприятия должны сами решать, как сделать это лучше, подчеркнул Айсен Николаев. В арбитражный суд республики поступило заявление Центрального банка Российской Федерации о признании кредитной организации «Банк Татта» банкротом. Центробанк в деле представляет отделение Национального банка по Якутии. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней. Напомним, что деятельность банка дала также основания для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере. Расследование дела будет вестись в Москве. Тем временем более 200 клиентов банка Татта обратились в специальное окно, которое было организовано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Якутии. Все эти люди переводили через лопнувший банк налоги и страховые взносы. Решение по ним теперь будет принимать специальная комиссия. Правительство Российской Федерации выделило дополнительно 39 миллиардов рублей регионам для реализации закона об увеличении минимального размера оплаты труда, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге в четверг. В соответствии с документом МРОТ должен равняться 11 163 рублям. Напомним, что размер МРОТ в Якутии с 1 мая 2018 года варьируется от 17 586 рублей до 31 256 рублей. Это зависит от повышающего коэффициента, который применяется на конкретной территории, а также районной надбавки, которых заработал человек. Банк России откладывает на осень ценовую реформу ОСАГО, которая должна была расширить тарифный коридор и изменить коэффициенты, влияющие на стоимость полиса для автовладельцев. Ранее регулятор планировал осуществить все эти изменения уже нынешним летом. Изменения должны были выровнять убыточность ОСАГО. Потери страховщиков этого сегмента в 2017 году составили 15 миллиардов рублей. Соответственно, примерно столько же средств реформа должна была привнести в систему автогражданки. В Центробанке называют перенос технической сдвижкой, однако эксперты связывают его с сентябрьским днем голосования. Исполняющий обязанности главы Кабинета министров Республики Владимир Солодов назвал создание равных условий для всех участников рынка необходимым и важным при проведении госзакупок. 26 июля он провел заседание Межведомственной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В заседании принял участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский. Руководитель правительства отметил, что сегодня антимонопольные органы страны активно выявляют нарушения закона о защите конкуренции, сговоры на торгах, картели. В настоящее время якутским УФАС проводится ряд проверок нарушения антимонопольного законодательства, поддержания цен на торгах, в частности при поставке нефтепродуктов. Так, 13 июля возбуждено дело в отношении 2 компаний – Саханефтегазбыт и Туймаданефть. Их подозревают в картельном сговоре. Соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой России и Якутии в рамках семинара-совещания, который прошел 26 июля в Якутске, подписали руководитель республики Айсен Николаев и замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский. По словам Цариковского, хотя ФАС является контрольно-надзорным органом, в ведомстве не ставят задачу кого-то оштрафовать или наказать. Наоборот, в приоритете оказания помощи в вопросах развития экономики и социального сектора. Мы готовы оказать консультативную и методическую поддержку для того, чтобы экономика региона развивалась, подчеркнул Цариковский. Арбитражный суд республики отказал в принятии к производству заявления о признании банкротом компании «Железные дороги Якутии», указав, что требование предъявлено с нарушением условий закона о банкротстве. С требованием признать компанию банкротом в арбитраж обратилась фирма «Транзит Энергопром», перед которой у «Железных дорог Якутии» была задолженность. Суд установил, что между сторонами заключено мировое соглашение, условия которого частично выполнены. По условиям соглашения у должника есть 3-месячный срок для оплаты своей задолженности, прежде чем кредитор будет вправе требовать банкротства предприятия. Государственная Дума приняла в 3-м окончательном чтении пакет из 7 законопроектов о создании на Дальнем Востоке и в Калининградской области специальных административных районов. Планируется, что они должны стать альтернативой зарубежным офшорам.
Деятельность компаний, которые, являясь по сути российскими, но зарегистрированы в офшорах по разным причинам, подвержена рискам, в частности в связи с внесением в санкционные списки. Чтобы их снять, мы решили в ускоренном темпе создать такие внутренние офшоры, которые позволили бы этим компаниям плавно влиться в российскую юрисдикцию и получить защиту, сообщил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Государственной Думе предлагают установить выплаты родителям ребенка, которого не удалось устроить в детский сад. Законопроект будет рассмотрен осенью. Второй законопроект вводит новые детские пособия. В первом случае речь идет о ежемесячной выплате в размере 3000 рублей за ребенка, которому не нашлось места в яслях или детском саду. По замыслу авторов проекта, эти деньги должны будут выплачиваться родителям ребенка, пока ему не исполнится 7 лет. В России много малочисленных поселков, где строить детские сады нецелесообразно, говорится в пояснении к документу. Второй законопроект устанавливает ежемесячное пособие на каждого проживающего в России ребенка до 14 лет в размере 50% от минимального размера оплаты труда. В сегодняшних показателях это не менее 5600 рублей в месяц. В пакете пенсионных изменений необходимо принимать комплекс мер по поддержке граждан пенсионного и предпенсионного возраста, в том числе по защите на рынке труда. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но самое важное, по ее словам, что государство гарантирует всем гражданам получение пенсий. Самое главное, что государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий. Недопустимо повторить ситуацию 90-х годов, когда, вы помните, пенсии до года не платились. Ничего подобного впредь никогда не повторится, заверила Матвиенко. Тем временем руководство думской фракции «Единая Россия» выступает за привязку льгот для пенсионеров к действующему возрасту выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Независимо от пенсионной реформы. Об этом рассказал руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов. У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию, сказал Неверов. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.